Слово для выступления предоставляется представителю Министерства внутренних дел Маматкулову Азамату Токтосуновичу. Уважаемый суд, участники, Министерство внутренних дел Кыргызской Республики сообщает следующее. Уголовно-процессуальное законодательство Кыргызской Республики регулирует порядок уголовного судопроизводства, где отражен алгоритм процессуальных действий, прав и обязанностей каждого его участника. При этом она прописана так, что эти действия, а также права и обязанности не препятствуют друг другу для полной их реализации. Следователь принимает решение на основании статьи 37 УПК Кыргызской Республики, в котором законодатель уполномачивает следователя принимать процессуальные решения по рассматриваемым материалам. О проверке соответствия пункта 1 части 1 статьи 9 Закона Кыргызской Республики об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих и военнообязанных, призванных на учебные и специальные сборы и приравненных к ним лиц, которые, по мнению Платхутина, не соответствуют, противоречит статье 57 Конституции Кыргызской Республики, мы считаем, что противоречия не имеется по следующим основаниям. Министерство обороны отказало в выплате страховой суммы на основании пункта 1 части 1 статьи 9 указанного закона, где говорится, страховщик освобождается от выплаты страховой суммы по обязательному государственному страхованию, если страховой случай наступил вследствие совершения застрахованным лицом деяния, признанного в установленном законодательством Кыргызской Республики в порядке общественно опасным, ссылаясь на постановление следователя. По факту ДТП с участием военнослужащего Джачебекова, следователем УВД Исакатинского района Ногойбаевым было принято решение о прекращении досудебного производства на основании пункта 7 статьи 1, части 1 статьи 26 УПК Кыргызской Республики в редакции 2017 года, то есть в связи со смертью подозреваемого. Мы считаем, что данное решение было принято законно и обоснованно. Министерством обороны принято законное решение по отказу в выплате компенсации, так как указанная норма прекращения уголовного дела относится к нереабилитирующим основаниям. Вместе с тем, постановление следователя, прокурора о прекращении уголовного дела в течение 10 дней со дня получения постановления о прекращении уголовного дела может быть обжаловано подозреваемым, обвиняемым, его адвокатом, потерпевшим или его представителем, а также лицом или представителем организации, по заявлению которой было возбуждено дело, прокурору, осуществляющему надзор за следствием, или в суд. Это статья 259 действующего УПК, где уже будет работать принцип статьи 57 Конституции. Решение следователя отражается в объективной действительности, допускающим нормами УПК Кыргызской Республики. Конституция Кыргызской Республики не может полностью урегулировать все имеющиеся нормативно-правовые акты. В этой связи УПК Кыргызской Республики вытекает из основных положений Конституции. На основании вышеизложенного считаем, что пункт 1 части 1 статьи 9 Закона Кыргызской Республики об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих и военнообязанных, призванных на учебные и специальные сборы и приравненных к ним лиц, не противоречит статье 57 Конституции Кыргызской Республики. У меня все. У нас все. Иван Викторович, у вас есть вопросы У меня нет представителю Министерства внутренних дел? Телек Алмазбекович. У меня нет вопросов. Самат Кыштыбайкович. Нет вопросов. Нет вопросов. Уважаемые судьи, есть вопрос? Присаживайтесь. Спасибо.